Всем привет-привет, с вами канал Life. Меня зовут Карина. И сегодня мы находимся, опять же, как всегда, в Калининграде, на улице Университетской. Мы гуляем по дворам и увидели вот такую замечательную цветущую алычу. Я прям так счастлива, что я ее увидела. Ну, конечно, я уже много сделала фотографий цветущих деревьев, но смотрите, какая она. Вся обсыпанная мелкими цветами, и они уже распустились, и они такие прекрасные, и я подумала, что не снять это прям было бы преступлением просто, если бы мы не сняли эту красоту. Конечно, ветер. Конечно, ветер. Вот рядом еще одна цветет алыча. Давайте я ее тоже покажу. Но она, конечно, не такая пышная, но она тоже красивая. Видите? Такие приятные у нее цветочки, лепесточки. А вот та, она, смотрите, какая. Она прям вся, она как белое облачко такое. А еще все эти цветочки, они еще не все распустились. А представляете, они все распустятся. И она станет еще прекрасней. Вот такая вот огромная цветущая у нас алыча. А еще скоро все деревья распустятся. И вообще будет просто прелесть в Калининграде. Несмотря ни на что, будет прекрасно. И мы этому очень рады. И мы вас приветствуем. Сегодня будем гулять и частично снимать какие-то прикольные места в городе. Так что не бросайте нас. Мы все равно с вами. Несмотря на любую обстановку, пока можно выходить из дома. И даже если будет нельзя выходить из дома, мы все равно будем с вами. Будем тогда снимать из окна. Ух ты! Смотрите, еще цветы. Вот мы идем просто по дворам, видите, на Ленинском проспекте, да? Вот там Университетская улица. И вот опять цветы. Видите, какие красивые цветы. Много-много-много-много облака целые цветов. Такие крупные деревья. И все усыпаны вот бутончиками и цветочками. Я считаю, что это просто вот заряд бодрости, хорошего настроения для вас, дорогие друзья. На все дни, на все выходные, на всю будущую неделю. Вот там, смотрите, уже виднеются тоже эти белые огромные облака цветов. И мы очень счастливы, что они есть. Смотрите, такая густая там. Надо все равно пройти туда, да, Владимир Николаевич? Пойдемте еще тоже. Ветер, извините за ветер, пожалуйста, извините. У нас такой микрофон, да, что очень сложно снимать. Мы подумываем над тем, чтобы то ли купить подцепленный микрофон к камере, то ли как. Потому что, конечно, ветер задувает, мешает тому, чтобы каким-то образом вот хорошо, красиво записывать звук. Но мы стараемся поворачиваться как-то, да, чтобы минимально это все было. Где? Вот с левой стороны мало. Ну вот это вот, она называется форзиция. Тоже цветущий кустарник, желтенький. Видите, какие крупные у него желтые цветы. И обычно куст весь обсыпан, вот как вот этот куст. Вот чаще всего вот так все обсыпано. Очень красиво. Хотя вот сейчас, вот видите, какое большое белое облако. Хотя сейчас, конечно, примораживает по ночам. Весна все-таки, да, не лето. Но цветы цветут, и мы очень счастливы. Такое большое цветущее дерево. Прекрасно, конечно. Очень красиво. Мне нравится. Смотрите, какое оно большое. Белое облако огромное. Ну, мы продолжаем нашу прогулку. Мы идем гуляем. Просто по улице. По-моему, это улица Носова. Вот. Такие вот, видите, старые у нас есть в Калининграде места какие-то, где каркают вороны. Где вот тут под мостом можно полазать. Мы идем вдоль забора. Так потихоньку будем идти и выйдем к зоопарку. Вот. Хочется иногда посмотреть в нашем городе не только главные улицы, а еще какие-то второстепенные дворы. И вот сейчас мы забрались во дворы и идем тихонько гуляем.
Правда, солнышко сегодня яркое-яркое. Сегодня 21 марта, суббота, 2020 год, естественно. Вот. И мы гуляем. Гуляем, стараемся по всяким безлюдным, интересным местам. Видите, как заворачивает эта улочка? Она так будет петлять, петлять и выйдет к зоопарку. Видите, как красиво здесь. Пусть вот оно вот какое-то, да, немножко заброшено. Вот там люди сидят на бревне, гуляют, радуются жизни. Но это наша, вот тоже наша реальность, наша действительность калининградская. Здесь такой райончик приятный, старенький. Видите, улочка какая вымощена камнем. Интересно. Дома такие прям хорошенькие. Что? Это не зоопарк? Это часть зоопарка. Я и говорю, мы сейчас выйдем к зоопарку. Просто эта часть, она какая-то вот странная. Вот тот канал, который есть в зоопарке, он идет потихонечку и вот сюда выходит. Понимаете? И частично как будто бы какая-то местность заброшена, да, она не ухаживается за ней, ничего, так просто мусор убирают. Давай не будем обходить зоопарк с основного входа, мы сзади обойдем. Сзади? Да нет, не стоит, наверное. Ты хочешь по этому мостику пройти? Мы же все равно в тот район, который за зоопарком. Ну нет, там немножко по-другому будет улица петлять. И нам уже отсюда мы выйдем на Советский проспект, а не туда, куда нам нужно. Вот туда, по идее, он меня зовет. Давайте посмотрим просто. Тут вот смотрите, какой арт про животных интересный. Вот, но я не хочу туда проходить, потому что если туда дальше уйти, будет Советский проспект и все. А Чайковского налево, если сзади зоопарка, который идет. Ты хочешь пройти по Чайковского? Можно отель Чайковский показать просто. А с внешней стороны его. Ну да, ладно, тогда. Давай пойдем туда. Мы обсуждаем Наш маршрут. Я прям не знаю, что делать, пойти туда или нет. Мне бы... Не знаю. Ну, пошли. Вы улицу Мира же видели у нас в прошлый раз в видео. Конечно, хотелось бы что-то такое показать. Другое. И да, вот мы теперь сзади зоопарка. Видите, козочки стоят. То есть их отсюда вот прям видно хорошо. Вот они на возвышенности. Да нет, видно, я думаю. Вот они, козочки, прям стоят перед нами. Вот тут лавочка зоопарка, заборчик, все как бы. Если спуститься сейчас ниже, вот тут растение такое прикольное, с красными ягодками выросло, видите? Или цветочками. Дерево видно повалило. Вот. Это с прошлого года эти ягодки, да, остались, Вов? И вот мы сзади зоопарка, прям сбоку, вот с заднего вот этого. Тут вот этот канал, который, видите, из зоопарка, он выходит сюда, там уточки плавают. Вот они, видите, уточки плавают. Вот зоопарк, вот козочка. Вот где можно в зоопарк ходить тайком. Раз перемахнул через заборчик. А вот олень с левой стороны. Олень, где олень? Между деревьями. Широко. Нет. Прямо. Кто видит оленя? У меня зрение не очень. Кто-то видит, я не вижу. Вон он серенький такой. А, все, вижу, вижу. Но если вы, ребят, увидели, тоже говорите. Все, кто нас смотрит. И такое, знаете, такой кар, тут га, такой б, кря-кря. Мы в посередине Калининграда, в самом центре, зато кря-кря. Видите, пригорочки как обрастают желтенькими цветочками. Ну, тут шикарно, конечно. Так, вы знаете, такая вот приятная самобытность калининградская. Где вы еще такое увидите? Олени в центре города. Да, олени в центре города. Где вы видите? Да. Так что вот здесь. Вот мы решили здесь пройти, представляете? Тут такие старенькие уже дома. Где-то есть даже немецкие еще. Пусть они многоквартирные, но есть там немецкие даже. Вот.
И вообще у нас архитектура города, она очень разнообразна. И вот Владимир Николаевич зовет меня на помойку. Не, нам туда дальше, Владимир Николаевич. Да. Нам нужно выйти на улицу Чайковского. Вот. Чтобы туда выйти, нужно как-то постараться теперь. Видите, как тут? Первый поворот налево за зоопарком. Это я помню. Ты где с зоопарка забор конец видишь? Ну, сейчас найдем, ничего не страшного. Так, это какая улица? Римского-Корсакова. Видите, какие у нас поэтические, музыкальные названия всякие есть. Литературные. Как и везде, в каждом российском городе. Да? Люди потихонечку гуляют. Сегодня очень ветрено. Я думаю, что вам может задувать, конечно. Постараюсь как-то держать камеру так, чтобы не сильно дуло. Ух ты! Пойдем сюда. Может, там есть проход, но это так красиво прям. Вообще. Да. Хотя бы показать особняки в центре города. Ну, вообще идем в район Амалиенау, где как раз самые крутые виллы немецкие стоят, исторические, которые даже нельзя, ну, не сносить ничего. Зоологический тупик. Зоологический тупик. Или тупик. Но вообще улица Зоологическая, это зоопарк, а тут тупик, значит. Феникса, черепаха. Ну, давайте посмотрим, красиво так. Вообще тут очень мило, конечно, такие зеленые вот эти. Или это туйка, или какие-то хвойные растения. Ну-ка, давай посмотрим, что это. Как лиственница какая. Кто знает, как это называется, пишите. Потому что оно вот... На листики похоже. Да, больше не на иголочке, а на листики. Или листика иголочки какие-то. Да, тут ландшафтный дизайн. Гостиница Черепаха, и вся такая покрыта. Представляете, она потом летом обрастет вот это все цветочками, зеленью. Красиво, конечно. Ну-ка, я посмотрю. Тут, конечно, черепаха. Здесь у них собаки нет. И вот так, ух ты, как красиво тут. Здорово. Прикольно, конечно. Так. Ну, раз это тупик, тут есть, интересный проход, Владимир Ник? Нет-то. Это же тупик, конечно. Что мы... Если это тупик, что вы хотели вообще? Мы в тупике. Ищем выход, но мы блуждаем. Мы вообще здесь никогда не были, в Калининграде, да? В информатике, в программировании есть методы обхода, поиска пути. Это, например, правило левой руки. Сворачиваем всегда только налево. Тупик, запомнили, идем дальше. Так мы что сейчас будем сворачивать только налево. Идем по правилу левой руки, сворачиваем только налево. Здорово. Сворачивать только налево будем. Хорошо, свернем. Как вы проводите свои выходные? Ух, как птичка чирикает. Расскажите, как проводите свои выходные. Чем вы занимаетесь дома? Что ваша основная, какая деятельность выходной? Только не говорите, что вы только лежите на диване или на кровати. Ну, давайте тоже посмотрим. Тут сделан мосточек. Люди, видите, как обустраивают свою территорию? Камушки. Прям вот все так миленько. И вот... Так в том-то и дело, что мы на Советском проспекте. Первый левый поворот. Пойдем. Ну, Телевышка, это же Советский проспект. Хорошо. Я о чем тебе и говорила, что мы пришли на Советский проспект. Здорово. Мы ее здесь не найдем. Откуда она на Советском проспекте? Правило левой руки. Хорошо, сейчас вот сюда повернем тогда. Налево. Да. Ладно, мы будем искать, потом будем еще снимать. По правилу левой руки первый же
поворот, переулок оказался нужной нам улицей Чайковского. Ура! С левой стороны зоопарк. Вот мы идем. Да, мимо забора идем. Да, здесь бизоны, по-моему. Да. И хозяйственные какие-то Постройки там, да, это помещения. все. Вот с левой стороны. Вот они, Да, бизончики тут все, спят. да. Вот он. Только не бизончики, а зубры, наверное, или бизончики. Не знаю, может и бизоны. И такие хорошенькие. Ветрище! Вы знаете, на днях обещают ночью минус 5 градусов и даже, возможно, минус 6. Хотя днем у нас бывает и плюс 9, и плюс 10, и плюс 16, и всякое. А сегодня вот прям холодно, плюс 4 или плюс 5. И ночью будет минус. Сегодня минус 3, завтра, по-моему, минус 5, минус 6. Вот так. Так что нам не повезло, все расцвело и, наверное, все завянет. Хотя, может, и выдержит, кто его знает. Потом посмотрим. Вообще, улица Чайковского в Калининграде — это такая хорошая улица, она красивая. Здесь очень примечательный отель, он называется Чайковский. И там мы справляли нашу свадьбу. И это было прекрасно. А знаете, как мы наткнулись на этот отель? Мы ведь не рассказывали еще зрителям про это? Наверное, нет. Слушайте историю. Однажды, как получилось, моя мама живет далеко от меня. И я ей покупаю книги Татьяны Устиновой, потому что мама фанат Устиновой. Она читает ее детективы за поем. Ей очень нравится. Мамочка, привет. И вот, однажды мы купили маме новые книги. И одна из них была «Призрак Канта» Татьяны Устиновой. Ну, естественно, я читать это не читаю, да, эту книгу. Высылаю ей почтой к ней домой, в Свердловскую область. Она, значит, это все начинает читать. А у нас скоро свадьба. С Екатеринбурга подруга ко мне собирается, значит, все. Мы тут платье, значит, покупаем. У нас свадьба в сентябре была. И мама такая мне пишет: слушай, я, говорит, книгу Устиновой читаю. И там, все про Калининград, «Призрак Канта». А я еще думаю, Кант. У нас же Кант. И могила Канта. И он вообще ни разу из Кёнигсберга не выезжал. Думаю, да, логично, «Призрак Канта». Ну и все, она говорит: ой, читаю. Так здорово. Янтарное побережье. Там, значит, герой или героиня, уж не помню, сидит на берегу, так мечтательно. Я говорю: мамочка, ты приедешь, и мы тебя обязательно свозим в Янтарный. Снимем там отель, ты также будешь. Все. Читает дальше. Вот маяк, вот там ресторан у маяка есть. Я говорю: тебя свожу. Читает дальше. И натыкается, значит, отель Чайковский. Отель Чайковский, и там описывается, значит, события какие-то происходят. Она говорит: слушай, там описывается, что есть рояль, на нем балерина. Все в балеринах, весь отель. Картины с балеринами, значит. Там так прикольно. Лучшая кухня в Калининграде практически. Люди в очередь выстраиваются, чтобы поесть в этом ресторане при отеле. Я говорю: как меня заинтересовал этот отель, как меня это все заинтересовало. Она говорит: может быть, вы там сделаете свадьбу или там. Я говорю: интересно, как хорошо. И мы с Вовой собрались и пошли на улицу Чайковского. По-моему, 35-й дом этот отель. Сразу за зоопарком налево. Да. У нас же все сегодня налево. К нему подходим. Вот, да, подходим к этому отелю. Он голубенький, вот там серо-голубой цвет. Вы сейчас увидите его. И я говорю: хорошо, мама, раз ты вычитала в книге, конечно, мы сходим туда. И мы пошли. Мы приходим в этот отель, начинаем узнавать цены, сколько стоит номер, как расположиться, как забронировать. А заходим, правда, красиво там, красиво. Я не знаю, это просто шикарно внутри. Вы можете в интернете загуглить фотографии, потому что сейчас в помещение заходить нельзя. Я думаю, что отель может даже не работать сейчас по всей этой ситуации, но внутри просто шикарно. Вот понимаете,
И на ресепшене стоят чемоданы друг на друге и множество будильников. Это вообще в холле вот этот рояль, на нем балерина, статуэтки, вот это все, и картины с балеринами. И мы, значит, все это узнаем, бронируем номера, значит, на свадьбу, и все. Нас устраивают цены, потом с подругой там договариваемся. Но перед этим сидим на ресепшене, и я говорю: а вы знаете, как мы узнали про ваш отель? Они говорят: как? Я говорю: мама сказала. Она прочитала книгу Татьяны Устиновой «Призрак Канта». А женщина на ресепшене поворачивается, а на чемодане лежат книги стопкой. Она говорит: не это ли случайно книга? Прямо сверху лежит эта книга «Призрак Канта». Она ее берет в руки. «Это книга?» Я говорю: да. Она говорит: ну-ка расскажите поподробнее. Говорит: Татьяна Устинова полностью подробно описала ваш отель в этой книге. Она говорит: а вы знаете, Татьяна Устинова наш постоянный гость отеля. Она у нас всегда останавливается. Ей очень нравится этот отель. И мы уже не сомневались ни секунды, что именно этот отель подходит для нашей свадьбы. Нам было уже не важно ни цены, ничего. И, конечно, свадьбу мы справляли в отеле. Конечно, это было прекрасно. Может, двор покажем? Двор обязательно покажем. Вот. Но вот так вот книга, мама определили, где мы будем нашу свадьбу отмечать. Нас было очень мало на свадьбе, но это было действительно шикарно. Такие номера хорошие, там все в чемоданах в этих, причем чемоданы кожа натуральная. Ну, потрясающий. Один из лучших отелей из тех, что вообще видела в своей жизни. 4 звезды. Вот он, отель Чайковский. 43. 43, да. 35 у них, по-моему, второй корпус. У них 2 корпуса. Вас могут поселить здесь, и это прекрасно. А если в другом корпусе, не знаю. Мы просились именно сюда. Вот. Так, давайте пройдем в задний двор. Там очень прикольно. Мы там делали фотосессию, конечно же. Потому что это шикарно. Тут стоит куча старых дверей. И фотографии получаются великолепнейшие просто. Если вы приедете в Калининград, останавливайтесь в этом отеле, когда это будет возможно. Обязательно останавливайтесь, потому что это вот просто очень интересно, приятно. Эти столики летом работают все в ресторане. И вот здесь мы делали, конечно же, специальную фотосессию на свадьбу. И лучше фотографий не придумаешь, честно вам скажу. Мы такие красивые тут вот здесь фотографировались. Ну, да, конечно. Видите, как вино стоит, бутылки, в смысле, да? Будто бы вино. Вот такой шикарный отель. Я считаю, что если останавливаться в Калининграде, у вас есть деньги, ну, более-менее тогда, то это этот отель. Лучшее обслуживание, лучшие номера, лучшая обстановка и лучший ресторан. Вот. Сейчас я сделаю фотографии, чтобы сразу же. Мне очень нравится, конечно, здесь. Я бы с удовольствием здесь прям вместо своей квартиры жила. Вместо квартиры, которую мы снимаем, я бы жила здесь обязательно. Если бы мне хотела, если бы была такая возможность, я бы обязательно. Вот, все, я пофотографировала свой любимый отель. И никогда не забуду свою свадьбу, только благодаря еще и этому отелю, потому что это было фантастически. Это незабываемые минуты твоей жизни. Такое вот времяпрепровождение. И моя подруга, которая приехала, тоже остановилась здесь, естественно. Она была очень довольна. Ей очень все понравилось. Если ты, Ирина, смотришь, тебе привет. Да, привет от нас всем. Да, всем и родителям Вовиным привет. Ну вот так вот, в общем, такой гостеприимный на 4 звезды отель. Я считаю, что самый-самый лучший на свете. И не потому, что даже свадьба, да, была, а вот просто моя мама, когда приедешь, я тебя обязательно размещу в этом отеле. Это 100% так. Видите, вот тут и ресторан написано, да, вот. Все как надо. Супер. Идем дальше, гуляем. Мы гуляем дальше.
И вот мы с улицы Карла Маркса поворачиваем на Красную. Тут вот такой небольшой скверик есть. Вот такие вот прикольные лепестончики. И, естественно, форзиция цветет кучами. Вот это уже начался этот район наш исторический, Амалиенау. Вот. Видите, какие красивые форзиции. Мы сейчас пойдем по Красной в сторону Центрального парка. Прогуляемся. Вот. И пойдем в сторону наших вилл, которые хотели вам показать. Есть такие милые лавочки. Все красиво и хорошо. Кто-то шумит, правда. Но это, видимо, мусор убирают. Или, наоборот, складывают. Вот мы сейчас пройдем. Здесь прогуляемся. Пока идем, как прошла ваша свадьба. Ну, я знаю, что не все, конечно, делают свадьбу, или не все замужем женаты, но все-таки кто из зрителей в браке состоит, расскажите, как у вас проходила ваша свадьба. Это всегда интересно и занимательно. Напишите. Может быть, было что-то тоже необычное, интересное. Что-то не как у других. Я думаю, что у каждого есть что-то не такое, как у других на свадьбе. Какие-то особенности, какие-то происшествия даже, может быть, веселые. Так что рассказывайте обязательно. Видите, какая красивая улица Красная? Мне она очень нравится. Есть такие старенькие домики, знаете. Раз мы уже приближаемся вот в исторические места, и все тут говорит об этом. Как-то мы попробовали с улицы Шиллера перейти на Офицерскую. И вместо того, чтобы пойти по проспекту Мира, мы решили дворами. Ох, мы намучились. Дворы закрыты. Закрыты дворы, закрыты полностью. И с Красной тоже вот пробовали, да, помнишь? Мы тут плутали, да? Вылазя. Не стоит, никогда не рискуйте таким образом. Или идите по Карла Маркса до своего поворота. Или по проспекту. Но не идите между дворами, чтобы пытаться попасть с одной улицы на другую. Это нереально. Все на замках, все заборами, все это. Вы не сможете никуда попасть. Видите, все цветет. И люди во дворах высаживают свои цветы. И тут цветы цветут. Потихоньку город зеленеет, цветами покрывается. Но весна в Калининграде это просто шедевр, я вам так скажу. Потому что здесь будет утопать все в цветах. Будет цвести магнолия, тюльпаны, нарциссы. Нарциссы уже вчера я фотографировала. Разные цветы, красивые очень. И, ну, все вот это таким вот, такое буйство красок. Ирисы цветут очень много. Помнишь, мы в прошлом году ирисы фотографировали всех цветов, наверное, вот какие только есть. Помнишь ту магнолию по проспекту Мира? Конечно. Подойдем к ней? Может, она расцвела? Подойти мы к ней, естественно, подойдем, потому что мы идем к виллам. А она цветет около виллы. Но она еще, конечно, не цветет. Это нереально, потому что холодно еще. Но саму ее, конечно, снимем. Но мы потом, если живы будем, да, снимем ее, когда она расцветет. Магнолии в Центральном парке есть. В зоопарке очень много. Самое красивое это вот ту магнолию, которую хотим показать. Она очень красивая. Она очень красивая. И зоопарковские магнолии. Ну нет, в Центральном парке тоже есть очень красивые, южные прям. Привезли, и редкие, всякие, тоже красиво цветут. Ну, зоопарк, конечно, там просто шедевр, когда цветут и сакура, и яблоня, и вишня, и персик, ну, этот абрикос, вернее, да, и все, и магнолии, и простые травянистые цветы, там очень шикарно, очень. А вчера фотографировала прям голубое поле полностью, цветы голубые, как подснежники выглядят, не знаю, как они называются,
Прям поляна, ковер цветов в одном из дворов видели. Просто камеру с собой не брали. Видите, вот там тоже какая цветет алыча. Алыча вообще первая зацветает в Калининграде после сакуры. Вот. С левой стороны. Ну, давайте теперь походим по нашему райончику, посмотрим на все самое красивое. Итак, мы идем в данный момент к вилле Руф. Она находится по адресу Кутузова, 8. Нам нужно, получается, перейти сейчас, мы на проспекте Мира, перейти сейчас дорогу, потом пройти еще раз через дорогу и немножко пройти по улице Кутузова, и мы сможем показать вам эту виллу Руф. Вообще в сам район Амалиенау входит и кирха, вот эта Луизин кирха, которая теперь в Центральном парке представляет собой театр кукол, да? Помните ее, мы вам много раз показывали ее. Вот. Так что сейчас будем другие места показывать, виллы исторические. Так, я перевернула маску. Мы такие эти ниндзя в масках ходим. Расцвела. Нет, еще не расцвела. Вот мы здесь возле магнолии, которая очень красиво цветет. Тоже исторические виллы стоят. Но сейчас мы их все по порядку вам будем показывать. Вот. Начнем с виллы Руф, а потом пойдем дальше по адресам. То есть виллы у нас находятся Кутузова 8, Кутузова 7, проспект Победы 24, 26. Не знаю, докуда мы дойдем. Ну, докуда-то дойдем все равно. Вот. Видите, все залито солнцем сегодня. Прекрасная погодка. Перейти нам надо здесь сначала, а потом вот сюда. Вот. Ну, давай ждем. Сразу перейдем. Здорово, успеем. Ищи. Мы далеко сегодня прям уже прошлись. Люди больше ездят, чем ходят. Ну, сегодня суббота, вообще народ повылазил весь на улице, несмотря ни на что. Ждем. Видите, какие тут дома стоят красивые. На Огарева часть вилл стоит, тоже будем смотреть их. Не могу сказать, что мы все виллы Амалиенау вам покажем, но постараемся какие-то показать. Потому что это интересно, это история Ленинграда. Это прогулки, это остановка автобусная. Где Кутузова 3? С левой стороны. Значит, где-то тут 7-й дом. Тоже историческая вилла. Вон она. Нет. Обрамленная мозаика. Я не вижу мозаику. У меня зрение -3. Серая вилла, вот следующая. Видишь, деревянные окна там. Ну нет, не вижу. Не понимаю, какой ты. Серый цвет. Тут нет ни одной серой. Вот Есть светло-розовая, коричневая. Ну вот коричневая, серая. То есть это она 7-я, да? Ну, сейчас будем подходить, смотреть. Мы сами никогда не отмечали эти виллы. По сути, это должна быть вилла Маковский, 7-й дом. Ну вот, значит, это она и есть. Будем фотографировать. Так, Кутузова 6. Следующий дом, получается, вилла Руф. 1905-1910 год. Сейчас мы ее рассмотрим внимательно, сфотографируем. Интересно же. Это еще, если 1905, ну это же обалдеть как старо.
Так, сейчас надо как-то сделать так, чтобы солнце не в глаза. Да, вот она, вилла Руф. Прям написано, но у меня прям голова кружится от солнышка. Если вы хоть что-то видите, я за вас очень рада. Вот написано вилла Руф. Видите? Land House Roof. Такая вилла. Тут видите, какой заборчик интересный, загадочный. Так, ну-ка. Тут люди живут. Самое-то интересное. И вот этот ковер из голубых цветов. Видите, тоже есть. Как много этих голубых цветов здесь. Ну-ка, мне больше цветы. Меня больше цветы интересуют. Видите, какая красота. Красиво. Красиво. Я сейчас сделаю фото этой виллы, чтобы было написано. Так. И пойдем через дорогу, чтобы посмотреть другую виллу. Так, она будет в Маковске. 1905 год, улица Кутузова, 7. Идем, найдем пешеходник. Вот он, наверное, тот, который дальний, да, только. Прогуляемся по райончику. Вообще тут заметили, да, тут очень много вилл других. Я так понимаю, есть исторические, а есть более... Ой, какой шум стоит. Есть более поздние просто, но тоже немецкие, я уверена, виллы. Есть с отделкой уже с такой современной. Но то, что это немецкие дома, это факт. Вот эти все дома немецкие, и этот тоже. Это 100%. Тут вот скверик небольшой. Как же он называется? Скверик. Давайте посмотрим его тоже. Видите, какой симпатичный. Тут лавочка в укромном месте. Можно сидеть, газетку читать, радоваться жизни, да? Тут получается... У него есть какое-то историческое название, но я уже сейчас не сориентируюсь. Ну вот такой вот он красивый. Так, что тут написано? Витебск, Могилев, Минск, Гомель, Гродно. Странно, это карта Белоруссии? Или мне кажется? И вот смотрите туда. Там тоже вилла стоит. Видите, какой прекрасный этот район Амалиенау. Видите, желтенькие цветочки тут тоже ковром цветут. Весна прям процветает. Сейчас перейдем на ту сторону улицы. Здесь бродить надо, вот здесь фотографировать надо, бродить прям среди этих прекрасных зданий. Все смотреть. Вы приезжаете в Калининград, приходите в этот район и разглядывайте все эти прекрасные здания, дома. Они каждый по-своему красив и хорош. И у каждого своя история. Ее можно изучить. Ее можно поковыряться, да, найти в интернете. Что-то почитать об этом. Это очень интересно. Сейчас сходим к вилле Маковске. Есть некоторые виллы отдали вот как вот под детский сад. По-моему, вилла Шмидт — это детский сад. Сделали детский садик вот так-то. А она такая красивая, из красного кирпича. Шикарная. У каждой своя жизнь, своя вот эта судьба, да. А когда-то тут семьи жили. Богатые. Прусские, немецкие. Тоже старенький дом. Вот она, эта вилла.
я ее сфотографирую тоже. Как красиво здесь, боже мой. Вы посмотрите, вот люди как жили, да? Конечно, есть и сейчас живут так же. Так, вилла Маковская, 1905. Так вот сделано. Шикарно. Фото такое красивое получилось. Мне интересно, значит, там живут люди, получается, да, Владимир Николаевич? Забор прям туей обделали. Видите, какие ворота. Вот он. Здорово. Очень красиво. Ну что, пойдем туда теперь, на Огарева? На Огарева. Может, с правой стороны, помнишь, где пенсионный фонд? Нет, нам в пенсионный пока не нужно, но я хотела виллы показать Ну, этого давай. района. Да. Амалиенау. Огарева это налево сейчас. Да. Вот смотри, адреса. Огарева 38 и 23. Значит, нужно... Это возле Центрального парка улица, я так понимаю. Или, да? Огарева это где больница моя, где я обслуживаюсь. Поликлиника номер 1, помнишь? Да. Мы тут плутали, и как-то было жарко. А у меня, когда жарко, начинает, видимо, плохо соображать голова, когда меня напечет. И я отлично знала, как пройти туда. И почему-то забыла, а Владимир Николаевич еще не знал город. И мы плутали здесь, как два сумасшедших. И в итоге я разревелась. Это было что-то с чем-то. Это называется супертопографический кретинизм. На самом деле мы оказались в 100 метрах от нужного места. Да! Ну это было очень смешно. Я знаю, где улица. Не нужно мне твой Google Maps. Я правильно иду. Да, мне казалось упорно, что я иду абсолютно правильно. Здесь 6 улиц, получается, в разные стороны. Да, в этом-то и проблема. А где же нам сворачивать, Владимир Николаевич? Я опять запуталась. Не этот переулок, вот здесь мы Так, заблудились. здесь мы тогда и заблудились, да? Да, следующий. Может, следующий, наверное, тогда нам точно. А может, еще один. Может, еще мимо надо? Ой. Тут уже домики. Нам, наверное, не сюда. Или сюда. Сюда? Сюда, да? Ну, туда тоже не туда. Нет, вот здесь. Видите, какая тут интересная расстановка улиц, да? Заблудиться, расплюнуть. Ну, давайте сюда, значит, нам. Посмотрим наши приключения. Надеюсь, в этот раз приведут к чему-то хорошему. И мы не заблудимся вновь. Да ладно, не жарко. И не дождливо. Ну да. Если что, просто перейдем туда, куда нужно. Так, улица Марина Раско. Марины Раско. А, ну все правильно. Только Огарева-то параллельно ей. Да. Ну, подожди, пойдем тогда по проспекту Победы. И параллельно перейдем на ту улицу. Следующая, значит. На Огарева. Так что наше путешествие продолжается. Мы на улице Огарева, чтобы показать вам виллу, которая находится на Огарева 23. Сейчас мы уже туда подходим. Видите, как тут шикарно. Тут больница детская, правда. Так, это вилла Монтарель будет. Это какой номер? 19? Ну вот, получается, через дом. Ну, тут тоже шикарно, прям. Такие хорошие дома. Как бы мне хотелось хоть один такой. 23-й, да? Вот вилла Монтарель. Видите, какая. Сейчас скажу год постройки. Так. Вилла Монтарель. А, нет, не написан год постройки. Но она считается, видимо, вот исторической. Так, вы увидите, я нет. Я потом видео посмотрю. Надеюсь, всем видно.
Так, ну что, мы начинаем выдвигаться в обратную сторону. По проспекту Победы пойдем? Да. Пойдем. Все, что могли, показали. Тут очень красиво, но очень далеко обходить. А мы так много шли сегодня. Спинка болит, мы же старенькие. Это вот если бы молодые снимали Калининград. А мы же старенькие. Мы находились. У меня начала уже голова кружиться от того, что я хожу. А все от того, что мы мало ходим. Нужно больше ходить, да, Владимир Николаевич? Да, Смотрите, вот какой у них погода. ландшафтный дизайн. Смотрите, какие у них все как красиво, Господи. Дайте мне такой дом, пожалуйста. Боже, пусть у меня будет такой красивый дом. Только не в Калининграде, а где-нибудь в Индии. Я буду счастлива. Ну, хотя ладно, в Калининграде тоже подойдет. Это очень красивые дома на самом деле. Видите, с этой стороны тоже вот исторические всякие дома. Тоже шикарные. Тут односторонка. Очень красивый райончик этот Мамалей-Нау. Очень здорово здесь всегда гулять. И раньше тоже любила гулять здесь. Приятненько. Вот мы уже у центрального парка. Вот Кирха Королевы Луизы. Все гуляют. И мы гуляем. Сейчас пойдем домой. Далеко-далеко по проспекту Победы. Но пешком. Нужно гулять. Вот помните об этом. Что физический труд, прогулка, вентиляция легких повышает иммунитет. Просто не бывайте в людных местах. А так физически надо обязательно трудиться. Не засиживайтесь дома. А то будет как у нас потом, старичков. Спинка болеть. Поясничка. Ножки. Вот сегодня придем, будут ножки у нас болеть. А почему? Потому что не привыкли мы ходить. Все. Разленились. Вот так-то. Ну, всем пока. До новых встреч. Желаем, чтобы вы были спокойны. Чтобы вы были счастливы. Чтобы вам помогал Бог в такой нелегкой обстановке жизненной. Справляться с эмоциями, с трудностями. И не нагнетать панику. Это самое главное. Вот так-то.